Лето – это, можно сказать, центр года. И вот путешествуя с нашей рубрикой «Айда Татарстан» мы забрели в географический центр нашей республики. Оказалось, что он находится здесь, в Чистопольском районе, а точнее в Булдырском сельском поселении. И вот от этого пупа татарстанской земли мы отправимся вперед, где находится поселок Юлдуз. Его жители между собой называют уже многонациональным центром Татарстана. Вперед на 5 километров от Чистополя и назад на 96 лет в прошлое. И вот вместо поселка селекционный участок в 10 гектар. Сюда приехали студенты Казанского сельхозинститута и ученые, чтобы выращивать овощи для республики. Образованный с годами поселок назвали «Селекция». Работники остались здесь жить. Так началась история кормсовхоза «Стахановец». Дети и женщины на полях выращивали овощи, выращивали фрукты. И все это отправляли на фронт. Наш краснознаменный ордена Ленина совхоз «Юлдуз» знаменит своими людьми. Это бригада свиноводческая во главе Завьяловой Валентины Ивановны, свиньи которых выставлялись на ВДНХ и привозили золотые медали. Поселок засиял своими достижениями, за что Госсовет Татарстана переименовал его в Юлдуз, что значит «звезда». Поселок вошел в состав Булдырского сельского поселения. Именно здесь пробурили первую нефтяную скважину в истории ТАССР, опередив шугуровское месторождение. Однако найденная нефть оказалась сырой, недозревшей, как ее называют сами жители. Добычу пришлось отложить. Рождала эта земля и известных личностей. Виталий Шинталинский, сын основателя местного совхоза, был известным писателем и журналистом. Родному краю посвящены его книги и стихи. С песней и открытым сердцем дело своих предков продолжают жители Юлдуз и сегодня. Почти за век население поселка достигло 1500 человек с многонациональным составом. Русские, татары, чуваши, удмурты. Для них единым языком стала песня, где переплетаются мотивы каждого народа. Сейчас у меня уже 70-й идет, но я жду, когда репетиции, когда концерты. Вот. Во время концерта, не дай бог, мы не исполним на татарском, татары обидятся обязательно. У нас поэтому на 4 языках всегда концертная программа. Старинные народные песни предков коллективу передает старожил Анна Борисовна. Я дома, если 2 дня буду, я скучаю по них. Я привыкла, вот они как мои дети. Мне вот. И из-за этого, наверное, я живу до сих пор. Ну что, в поселке Юлдуз раннее утро, а значит время завтрака. И знаете, если бы камера могла передавать ароматы, то вы бы точно почувствовали этот чудесный аромат свежих блинов. Как нам по секрету рассказали сельчане, вот в этом доме под одной крышей живет семья сразу из 2 национальностей – чувашки и татарина. И вот он, тот самый знаток чувашской кухни Зинаида Петровна. Зинаида Петровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем же секрет вот этих изумительных чувашских блинчиков? Чувашские оладьи испокон веков наши родители, бабушки пекли. Сюда мы, значит, миску сюда положим, горячее, теплое молоко. Молоко, мука, яйцо, масло, сода и сахар. Вот и весь секрет. Но главный ингредиент – это любовь, с которой Зинаида Петровна готовит каждое блюдо, будь то чувашский хуплу или татарский беляш. Эти угощения она вот уже 40 лет выпекает для своего мужа Джалила. У них 3 детей и 2 внука. Джалиль, когда чай шербе? Всяко бывает. Всяко бывает, и ругаемся, и скандалимся, но это ведь жизнь. Где-то я песни запеваю. Есть такие татарские «Эйтмесин», «Аур сөз эйтмесин», например. Вот, бывают такие. А иной раз он, например, пошутит по-чувашски, скажет «Шулгурги» или там что-нибудь, и мы засмеемся. В Булдырском сельском поселении к вере отношение особое. Увидеть одновременно Коран и православные иконы в доме чувашей, русских или татар – явление нередкое. Удивительные и святые места. Так, в соседнем поселке Змеево до сих пор сохранился первый в Закамье храм 1742 года. Заброшенный памятник истории каждую неделю становится местом притяжения для людей разных исповеданий. А в поселке Юлдуз жители на собственные средства начали строительство мечети. Цокольная часть построена. Ежегодно на этом месте проводятся курбан-байрамы. Варим супы, угощаем друг друга. Здесь вот ставим большой стол, и все
встречаемся. Выпустили вот такой штукатурку и оставили на память. Не забывает свой поселок и молодежь. Каждый год устраивает встречи выпускников в стенах родной школы. А кто-то после вуза остается здесь работать, воспитывает и учат следующее поколение. В нашей школе обучается 113 обучающихся. Национальности у нас татары, русские, чуваши. 95% у нас учеников поступает в высшее учебное заведение. Я сегодня испекла дрожжевые оладушки. Вот лама. На покров пекли из капусты пироги. Угощайтесь. Каждый праздник жители поселка Юлдуз справляют вот так, за одним столом. Провели сабантуй, встретили Петрау. В руках национальное угощение, в душе песня. Так и живут в дружбе и любви. В поселке каждый житель как маленькая звездочка со своей историей и светом. Но только вместе они соединяются в одно созвездие Юлдуз. Город маленький, чистопаль, милый песенный край. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Чистопольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.